Дорогие друзья, сегодня мы будем заниматься вышивкой. Посмотрите, какая замечательная работа у меня в руках, выполненная руками нашей замечательной знакомой, хорошей. Это Туяра Уваровская. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, посмотрите, какая вышивка. Расскажите о ней, пожалуйста. Вот смешанная техника, да? Да, это вышивка, смешанная техника. Тут идет роспись и вышивка атласными ленточками. Также добавила бисер. Бисер тоже тут разного качества, и техника исполнения тоже разная. Ну, такая смешанная, интересная техника. Да. Она очень объемная. Яркая, красивая, объемная. Ну, объем это за счет бисера, да? Да. И ленточки. Да. Ну, вообще надо сказать, что вышивка может быть, ну, современная вышивка, она просто, ну, как бы не имеет границ, да? И очень традиционная вышивка, она, ну, действительно традиционная. Это вышивка гладью, вышивка там крестиком, да, две техники большие какие-то, да? Да. Вот, ну и потом уже идут подразделения какие-то. Вот я раньше думала, да, что техника тамбурный вот шов, это тоже какая-то, ну, Да, такая особая да. техника, но оказывается это как вот отделение от вышивки вот гладью. Да, Да? да. Угу. Ну что, как, вот смотрите, у меня тоже пяльцы. Но сегодня мы будем вышивать грибочки, мухоморчики. Почему мухоморчики? Ну, осень, наверное. Но у нас в Якутии уже зима практически, на улице уже снег лежит, но хочется как-то побольше продлить, что ли, осень. Поэтому решили мухоморчики. Мухоморчики, они яркие, красивые, да, с такими пятнышками. Но тоже хочу показать нашим дорогим зрителям смешанную технику. Вначале я уже подготовила вот такой вот, ну как, шаблон, да? Не шаблон, а уже вышивка. Вначале делаем вот такой вот эскиз карандашом на кальке. Потом вот это вот переносим на основу. Смотрите, как я переношу, да? Это быстро и легко. Уже готовый эскиз. Беру обычную гелевую ручку, можно белую, а я всегда использую почему-то серебристую, потому что она еле, ну, как не сильно пачкается, да. Угу. Вот, смотрите, контуры я делаю, ставлю точки по всему контуру, да, вот так вот. Угу. И у меня с этой стороны уже будут такие точечки, и я их просто потом обвожу контуром. И уже начинаю рисовать. Почему смешанная техника? Да? Потому что я тут использовала еще акриловые краски. Какую-то часть я просто рисую акриловыми красками. Да? Акриловые краски сейчас очень доступные, качество разное есть. Специально еще идут для тканей. Но вот когда я делаю роспись, я всегда начинаю из светлого оттенка. Потом более темным. Да, и перехожу уже к темному. Вот у нас ножка мухоморчика. И сейчас рисуем шляпку. Вот смотрите, тут вот тоже акриловые ткани, краски. Они специально для тканей. А вот эти вот, они универсальные. Продаются в любом магазине, в канцелярском. Вот такие краски удобны, то что они, ну, хранятся долго. Вот. Все. Вот шляпка получилась. Шляпка получилась. Теперь, пока вот эта часть сохнет, я хочу показать именно технику вышивания, да. Смотрите, я начала вышивать шляпочку. Шляпочку мы сделали техникой гладь. Берем ниточку, мулина. Сложение нити зависит от объема работы, да. Если объемная работа большая, да, то, соответственно, надо брать нитку потолще. Да. А если такие миниатюры маленькие, да, то в 2 сложения
достаточно. Ну, нити это вот специальные для мулине, Да. мулине, да? Мулине. Как раз для таких вот Можно работ. вообще шелковыми, можно мулине, А обычными нитками можно? можно. 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 Но только нужно их там в несколько Да, сложить, да, потому что, посмотрите, она очень тоненькая. Мгм. Можно я Да, перенесу какой-то перенесите. Вот. узорчик? А еще бывает же у каждого, ну, в смысле, бывают, так, я вот как вы сделаю, точками. Точками, да. Это мы переносим рисунок на ткань. Для вышивки можете взять любую ткань, желательно это хлопок, ну или шерсть, да. Обязательно нужно с изнаночной стороны приклеить флизелином. Это для придания формы, и она, видите, твердая становится. Ну, плотная, не У меня твердая, ничего не а получается. плотная. Точки ставьте. Есть специальные ручки для вышивания, да? Да, С да. помощью которых можно нанести ну, рисунок, вот, и потом это все стирается, исчезает. Да. То есть Да. сейчас настолько все так удобно для мастериц. Это раньше наверняка было довольно-таки сложно, да? Да, сейчас все есть. Это исчезающие маркеры, это карандаши, это ручки, да. Они даже отличаются цветами. Допустим, если на светлой ткани, да, вышиваете, то, конечно, желательно брать ну, такие голубые, розовые оттенки, да. Ну, в основном идут голубые, розовенькие бывают цвета, черные, да. Поэтому это зависит все от ткани, на какой ткани вы именно будете вышивать, светлая или темная. То есть и ткань может быть совершенно разной. Да. У меня почему-то в голове какой-то стандарт, что это обязательно канва, да? белая должна быть, Нет. да, ткань какая-то. Видите, вот у меня темная шерстяная ткань. Да-да-да, у вас еще и И на шерсть. темной ткани вышивка, она смотрится как-то Ярче. ярче, глубже, да? Тем более мухомор у нас такой яркий. Вот. Шапочка почти наполовину вышита. Конечно, иголку лучше брать широким ушком, чтобы удобно было нитку. Тут можно еще несколько оттенков использовать, да? Тогда она уже более такая художественная, более живая получится. Так, Вот, гладь. пока я так оставлю. Узелки тоже делаем аккуратные. На обратной стороне, да? На обратной стороне. Так, хочу показать еще это, так как у нас времени мало. Хочу показать вот еще такую технику. Буду вышивать пятнышки. Видите, как я делаю? Делаю узелочки. И таким способом делаю пятнышки. Мухоморчик у нас идет вот с такими белыми пятнами. Узелок. Вот на одной работе, да, допустим, даже вот один гриб, и можно использовать разные техники. Это для объема, ну и для красоты. Ну, а потом вот эта вот вышивка, она может украсить Да, вашу интерьер. квартиру, да, или же Зимними долгими вечерами. можно сидеть и Да. вот так вот медитировать. Да, это как медитация. Очень спокойная Да. работа.
Ну и можно украшать свой дом. Мгм. Так, у меня немножко получается, ну как-то вот фантазийные у меня получились. Ну, можно один раз сделать узелочек же, да, ведь? По-разному. С изнаночной стороны? Ну, желательно хотя бы 2 раза. Получается вот так вот, то есть я фантазийно не смогла я сделать точками, ну, просто взяла, нарисовала карандашом. Карандаш потом в процессе стирки, ну, как бы, да. Я постаралась, ну, посмотреть некоторые техники. В общем, вот так вот мы берем с изнаночной стороны, потом вот можно вот сразу весь листик, да, захватить, правильно? Да. Вот. А потом уже идти На от уменьшение, центра, да. да, уже пойти уже на уменьшение. Вот, то есть вот поменьше, да? Вот. А потом еще, знаете, очень много интересных таких вещей происходит, когда, допустим, вот одну и ту же, ну, листик, он же живой в природе, он имеет Форму свою, да. другую, потом, да, каждый вот листик индивидуальный, да, они же не все одинаковые. И помимо этого еще и цветовая гамма. Да. То есть Палитру можно менять. Я тут зеленые, допустим, и некоторые оттенки, да? как раз я покажу скоро. Вот. Смотрите. Так. Вот. Половину мы, вот, допустим, уже нарисовали акриловой краской, и половину, какую-то часть мы вышиваем гладью, да, нитками мулина. И тут добавляю для красоты вот такие вот точечки. Это узелки. Как вы его делаете, этот узелок? Смотрите. Да, у меня такая самая такая начальная, простая очень история. Узелок делается очень просто. Вот Просто так. делаем вот такие вот объемные узелки. Вот. А есть еще такая техника, вот вы владеете ею, французский узелок? Да. Ну вот, теперь я вам покажу переход, да, допустим, цвет. Все-таки это осень. Переходим от зеленого уже к таким осенним оттенкам. Вот. Тут уже не гладь, а видите, уже по-другому чуть-чуть делается. Вот таким способом мы оживляем, да, свою работу. Она становится более такой живой. Появляется уже какое-то движение. Меняется немножко палитра. Но поскольку это осень, у нас уже лист немножко оранжевый, Да, такой да, да. красивенький. И хочется показать вот этот переход. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите. Это видите? какая техника? Нет, это просто так, стежочки маленькие такие. Вот. Видите, уже какое-то движение. Вышивка это как? Это релакс, да? Это медитация. Когда вышиваете, наверное, как-то вот мозг ваш выдает какие-то интересные Да. решения задач каких-то. Да. А Такое с одной бывает? стороны, это отдых. Когда я вышиваю, я наоборот отдыхаю, получаю удовольствие, человек успокаивается, потому что это как медитация, да, получается. Я медитирую. Иногда бывают какие-то мысли приходят, какие-то идеи приходят. Особенно у нас зима долгая, длинная, поэтому зимними долгими вечерами вот так вот можно расслабиться после рабочего дня. И потихонечку сидеть и Да. наслаждаться этой работой. Вот. А вы вышивку эту как, пришли к этой вышивке, к технике, к этой? Вы ведь занимаетесь много чем, да? Почему Ну вот. решили, что еще и вышивкой нужно заниматься? Вот я отдыхаю, потому что я же портная. Когда работаю с клиентами, тоже человек устает, да?
А вот иногда хочется отдохнуть, просто уйти в себя, да, получить тоже какое-то удовольствие. Поэтому вот когда я вышиваю, у меня вот мозг отдыхает. Я прямо отключаюсь и просто получаю удовольствие. А вышивкой у меня мама занималась, у меня бабушка вышивала, и у нас дома всегда была Творческая атмосфера. Да, творческая атмосфера. Бабушка вечерами включает свой абажурчик, и вот Все вокруг. да, и такая тишина. И видите, даже вот когда иголку протыкаешь в ткань, на ткань, да, такой, слышно. да, вот этот стук, да, иголки. И мама у меня вышивала. Поэтому это у меня уже с детства. А что бы вы посоветовали нашим начинающим вышивальщицам, какие дизайны брать, какие работы, ну, по первости, первые шаги вот делает человек в этой технике? Ну вот Работа. я из своего как бы опыта, да, расскажу немножко. Сейчас очень много журналов есть. На телефоне даже можно где-то Да, на скопировать, телефоне где-то можно Мгм. сфотографировать, да, сделать скриншот, то, что вам понравилось, да, и просто можете перевести этот рисунок на ткань и уже начинать вышивать. Вначале можно только и ниточками, а когда уже немножко опыта наберетесь, тогда можно уже делать, ну, смешанную такую технику, да. Ну, допустим, можете бисер добавить туда, бусинки, и тем самым вы делаете более такую художественную работу. Очень оригинальную, кстати Да, говоря, да? да. Вот именно когда смешанная техника, да, работа получается живой, такой 3D-шной, да, объемной. И работа намного интереснее смотрится. А еще вы знаете, вот интересно, да? Вот вы вышиваете сейчас, вы сейчас делаете шапочку, да? Да, Более- шляпочку. Она, шляпка, но она у вас нарисована ведь была? И вы ее обшиваете, Да. ну, как? Какую-то часть я вот сейчас как раз оставлю, чтобы видно было, да. Ну, я почему-то решила закрыть чуть ли не большую часть, да. Можно вообще контур сделать вышивкой, а основу оставить, можно оставить, ну, такой нарисованный. Вот. Здорово. А не будет ощущения, что вот чего-то вот не доделали как бы? Нет, видите, сейчас я как раз вот подготовила работы свои, да. Здесь я покажу как раз. Видите, Ой, какая вот, милота. вот это кролик, тоже вот платьюшко, да, нарисовано акриловыми красками. И я только обвела контуром, да, вот смотрите. Тоже нитки тут мулины. И смотрите, наоборот, нитки, они дают объем. А основа остается вот, ну, краской, Нарисованной, да? да. Нарисованной, да. А для движения я добавила вот такую вот тесемочку. И тут вот даже вот Как мило. кролик, тоже шапочка нарисована. Основа тоже акриловыми красками. И местами вышила ниточкой. Очень красиво. Вот. Просто Вот такие миниатюры можно сделать. такая прелесть, друзья. Посмотрите, как это все вот, ну, вот сзади вот как выглядит работа. Приклеена, да? она? Да, она приклеена. И рамочка. Да, Ну, я рамок. напомню, что вот у Яры супруг имеет свою Столярную. Да, столярную мастерскую. И, конечно, вот из разных остатков можно изготовить вот такие вот рамочки. Рамочки. Симпатичные, Да. деревянные. Рамочки покрашены маслом. Вот смотрите, сейчас я обвожу контур шляпочки Так. и какую-то часть оставляю вот так вот, ну, где покрашено, да, у нас.
а какая-то часть получилась Красиво. вышита. Да. Вот. Видите, шляпочку я вот оставила, где покрасила, да, а вышила только контур вот с этой стороны. Узелочки наши дали объем такой, и работа уже такая живая получилась. Дальше хочу из бисера сделать ножку. Ножку у грибочка, да? Да. Вот смотрите, какую-то часть я уже вышила. Тут у меня стеклярус. Ой, даже не стеклярус, а рубка. Это бисер, вид Да, бисера, да? это вид бисера. Бисером, когда только вы учитесь, да, вышивать, желательно нитку делать чуть покороче, да? Ну, чтобы она не запутывалась. Работа так быстрее пойдет. Люблю бисером вышивать. Очень много работ у меня бисером. Даже когда вот шью платье, вот моя фишка, мои изделия в основном все идут с вышивкой. Вот почему мне нравятся смешанные техники, да? Я же шью, я и умею рисовать, поэтому вот все вместе всё это вместе, дает да. такой вот микс. Да, Классно. все свое умение показываю на своих работах. Вот ножки таким черненьким бисером сделаем. Это уже у земли, да? Да, смотрите, даже можно использовать, допустим, да, ну, когда я особенно вышивки делаю, да, я использую разного качества бисер. И рубка, и стеклярус, да. У меня тут венецианское стекло тоже есть, чешский бисер, японский бисер. Поэтому, когда бисер даже покупаю, да, иду когда в магазин, смотрю, что-то если интересное есть, я всегда покупаю на будущее. Да, потому что может пригодиться вот именно в таких работах. Да, именно когда делаете художественную работу, да, то ассортимент должен быть, да, такой добротный. По цветам я собираю бисер, по качеству разное бывает, да. Вот смотрите. Также ножку можно оставить. Иглы это специально для бисера. Да, по номерам. Допустим, если микробисер, то вообще там тоже иголка такая тоненькая нужна. Ну вот сейчас делаю контур ножки. Так, у нас получилась, ну вот такая прекрасная картинка, замечательная. То есть грибочек один, уже полностью мы его оформили. Это вот у нас и ножка получилась такая интересная, красивая, и вот веточки такие в лесу. Ну вот как будто, правда, ты вот мох вокруг там, да? Да. Представляете, вот эта вот история, такая лесная, такая осенняя, такой маленький пейзаж, маленький кусочек, картина, ну, она будет напоминать нам о лете, да? О замечательной поре, когда вы побывали в лесу, может быть, ходили по ягоды или просто у вас была прогулка. Ну, очень красиво, очень замечательная работа. Этот год нас обрадовал, да, ведь, потому что очень много грибов было, и у нас очень такая красивая, теплая осень была. В общем, в память о таком чудесном лете. Ну что, дорогие друзья, вот у нас прошел, так сказать, урок по вышивке.
ну вот у меня впервые в жизни я вообще держала в руках. Очень красиво да, получилось. вот, и просто вот фантазийно нарисовала. То есть я думаю, в принципе, можно попробовать окунуться. И я постараюсь эту работу довести до конца. У меня тоже есть нитки мулине, даже с советского времени, по-моему, еще сохранились моей бабушки. Вот, так что, друзья дорогие, я желаю вам вместе с Туярой, да, хороших, приятных вечеров, вот в такой вот, ну, медитативной, Да. такой хорошей атмосфере, чтобы у вас получались ваши задумки и, ну, Творите. получались, да, хорошие работы.